Глава Коми поручил довести до сведения представителей региона в федеральном собрании информацию о ситуации на Интаугле, чтобы те аргументированно отстаивали нашу позицию на заседании комиссии по вопросам межбюджетных отношений в Москве. Заявление озвучено в ходе заседания Президиума правительства. Сейчас пакет документов в порядке выделения 1 300 000 000 рублей градообразующему предприятию ИНТы согласован с Минэнерго, Минэкономразвития и Минфином России. Теперь очередь за премьер-министром Дмитрием Медведевым, который в ближайшее время должен подписать распоряжение. Оно станет основанием для соглашения уже с Минпромом Коми. Федеральные средства, как ожидается, закроют проблемы задолженности перед работниками. В этой ситуации, еще раз говорю, был недавно доклад министра Топелина президенту, где отметили республику в числе худших, без соответствующих проблем на шахте, которые, к сожалению, сегодня существуют, и мы знаем, они объективные, и мы работаем на них. У нас идет по остальным всем, должникам резкое снижение задолженности по заработной плате. Мы сегодня имеем динамику минус 20%. Понятно, если мы сегодня уйдем на определенную цифру по шахте Интинская, тогда получается, что мы из негативного списка уходим. Сейчас ситуация на Интаугле следующая. Все контрактные обязательства по объемам поставки в Северодвинскую ТЭЦ-1 и Череповецкую ГРЭС планируется выполнить до 20 ноября. Все поступающие деньги идут на выплату заработной платы. Так, до 10 ноября, когда поступит очередной транш, полностью закроют задолженность за июль.